Мы вырезали нашу заготовку броши. Нам осталось вот приклеить сзади задник и нашу булавочку. Для того, чтобы брошь не теряла форму, обязательно нужно, ну, такое как вложение внутри, приклеить между кожзамом и самой брошью кусочек акварельной бумаги. Некоторые используют пластик, некоторые используют просто бумагу А4, но я использую акварельную бумагу, потому что она, во-первых, очень хорошо впитывает клей, а во-вторых, она хорошо держит форму. Акварельную бумагу я использую 200 грамм на метр плотность. Просто вот таким образом мы обводим нашу брошь по контуру карандашиком. Вот у нас получился такой контур. И уменьшаем этот контур где-то миллиметра на 3. Отступ делаем. Бумага также создаст такую защитную прокладку между вашими швами и задником броши. И не будет видно, вот контурировать швы не будут. Будет такая гладкая, приятная поверхность. Все, теперь можно вырезать это. Вырезаем. Акварельная бумага продается в любом канцелярском магазине. Она обычно бывает в таких пачках, там по 10, по 5 листов. Вам хватит за глаза просто вот этой пачки бумаги. Потом на ней еще очень удобно рисовать сами вот макеты будущих брошей. Все, у нас получилась вот такая же, только уменьшенная копия. Прикладываем ее к нашей брошке, проверяем. Все, ничего нигде не вылезает. Отлично. Теперь нам нужна булавочка. Я использую японские булавки для броши. Это самые лучшие булавки, они не портят одежду, они очень гладкие, качество японское, все, наверное, знают. Прикладываем к нашей броши и намечаем карандашом место, где вы хотите, чтобы ваша булавка стояла. Вот таким образом. Намечаем начало булавочки и конец. У нас получается вот такие два квадратика. И нам надо вырезать их. Вырезаю я обычно тоже таки беру ту же булавку, протыкаю. Беру ножницы, которые прожили свою жизнь, которые не жалко. И вырезаю аккуратненько эти два квадратика. Эти дырочки бумаги нам нужны для того, чтобы туда прошла застежка именно нашей вот основы для броши. То есть вот эта часть будет спрятана внутри, а вот эти части будут выступать наружу, чтобы брошь наша нормально застегивалась. И приклеиваем. Смазываем сперва нашу заготовку со стороны, где будет у нас основа для броши, клеем. И прикладываем туда нашу основу, прижимаем маленько. Клей момент кристалл, он прозрачный, он не такой плотный, как клей момент гель, более такой тягучий, более жидкий. Им очень удобно работать. Всю поверхность нашей акварельной бумаги мы закрашиваем клеем аккуратненько. Должно быть все тщательно проклеено. Но клей тоже не должен выступать излишне. В общем, знаем меру и приклеиваем. Так все промазываем. Особенно маленькие вот кончики, вот наши заостренные ленты, маленькие какие-то участки очень тщательно надо промазать. Прикладываем к нашей заготовке на ее место. И хорошенько придавливаем. Тут даже дело не в том, сколько вы будете давить, да, а больше в том, с какой силой вы будете давить. Хорошенько все придавливаем, чтобы все приклеилось. Под пресс ложить нельзя. Надо все это делать руками, потому что там есть выступающие части в виде бусин, в виде страз различных. Поэтому надо все ручками делать. Дальше брошь надо завершить чем? Изнанкой.
изнанка у нас из кожзама. Я очень люблю кожзам вот такой. Бывает черный цвет, белый, да, любой кожзам, который на такой вот немножко тянущейся основе. Он продается в магазинах тканей. Он очень тонкий. Так как это брошь, то можно использовать кожзам. Но если, например, это вот такое колье, то надо использовать, естественно, натуральную кожу. Тоже очень тоненько, потому что то, что прилегает к нашему телу, это должна быть натуральная кожа. А брошь, она у нас прилегает только к нашей одежде, поэтому можно использовать кожзам. И вырезаем кусочек кожзама по форме нашей броши. Просто вот так произвольно отрезаем. Теперь нам надо на этом кожзаме наметить дырочки для застежки броши. Для этого мы переворачиваем. Вот так натягиваем пальцами, берем белую гелевую ручку, можно серебристую, можно белую на черном, на белом тоже видно на самом деле. И намечаем. Там, где у нас застежка, делаем вот такую линию, где игла входит в крепление. А там, где у нас игла выходит, получается, мы делаем букву Т. Вот таким образом. Здесь рисуем вторую линию для нашей застежки. Вот если посмотреть, видно, вот здесь надо просунуть в это отверстие вот это и вот это. То есть надо две параллельных линии. И вот буква Т для вот этой застежечки. И просто вырезаем нашими острыми, хорошими ножничками. Вырезаем букву Т. Следы от гелевой ручки прекрасно стираются просто влажной тряпочкой водой. Мы сделаем в конце. Таким образом вырезали букву Т и как бы такой небольшой квадратик еще. И теперь вырезаем две таких параллельных линии. Все, готово. И опять берем наш клей Момент. Теперь мы промазываем полностью всю брошь, полностью всю брошь, чтобы приклеить задник. Мажем так, чтобы не осталось ни одного незакрашенного участка. Если клей вылезет немножко при приклеивании, это не страшно, его можно всегда аккуратненько вытереть. Но если клея будет недостаточно, то ваша изнанка будет выглядеть некрасиво. Промазываем. Старайтесь не морать иголку в клею. Так, мы промазали. И приклеиваем. Продеваем в букву Т верхнюю нашу иголочку. Аккуратненько продели, прижали, вытащили иголку. И теперь продеваем то место, за которое иголка крепится. Вот помогаем себе иголочкой, чтобы красиво все легло. Все, мы приклеили. Можно также аккуратненько пальчиками все придавить. Если где-то клей вылезет, его можно просто вытереть бумажечкой какой-нибудь. И будет все прекрасно. Например, он здесь у нас вылезает. Берем кусочек бумажечки и вот так вот зачищаем. Клей сохнет быстро. Работать с ним удобно. Вот, мы приклеили. Дальше нам надо нашу брошь обшить по контуру. Некоторые не обшивают ее по контуру, но я считаю, это как-то не очень красиво, когда у вас там видно все внутренности. Поэтому будем обшивать по контуру бисером. Отрезаем излишки нашей изнанки теми же нашими самыми лучшими острыми ножницами. Излишки отрезаем. Поэтому ножницы должны быть максимально острые, чтобы не было никаких лохмотьев, чтобы не было у нас никаких заусенцев из кожзама. Максимально близко. Мы приклеили наш кожзам, отрезали все лишнее. Теперь будем обшивать ее по контуру, чтобы работа смотрелась более завершенной и хорошо носилась. Для этого нам понадобится леска.
Я использую вот такую обычную рыболовную леску, но тут важна толщина 0,18 мм. Это идеальная толщина для обшивки края. Продеваем в нашу иголочку и делаем узелок. Смотрите, узелок мы делаем не на самом конце, а немножко с отступом. Где-то вот должен быть, вот делаем 3 узелочка. И должен остаться хвостик, сантиметров 10-8 где-то. Для обшивки края леску нам надо взять где-то, ну, как минимум где-то вот метр, даже можно побольше с запасиком. Леска будет у вас путаться, не бойтесь этого, просто расслабьтесь, ловите дзен и вышивайте. Любая леска путается, даже самая дорогая, вот именно для бисероплетения, Fireline. Любая леска путается, поэтому я считаю, нет смысла переплачивать, можно использовать обычно. Начинаем нашу обшивку, заводим наш вот этот узелочек, чтобы потом его спрятать, за бисеринку. Вот сюда, например. Можно под пайетку, то есть там, где его видно не будет, этот узелочек. И этот хвостик будет торчать, мы его потом спрячем. Заводим туда. Вот мы спрятали наш хвостик под бисеринкой и вышли между фетром и кожзамом. Вышли, взяли одну бисеринку и протыкаем. Не канитель, не возле канители протыкаем, не за ней, а перед канителью протыкаем фетр и кожзам. Выходим сюда, подтягиваем нашу леску. Теперь опять проходимся через нашу бисеринку с нижней стороны и затягиваем. Видите, она у нас легла. Вот так красиво она легла. Это называется американский способ заделки края. Опять берем бисеринку, протыкаем фетр, протыкаем кожзам, подтягиваем. Вот она у нас, не видите, не лежит. Чтобы ее зафиксировать, надо пройтись снизу вверх еще раз по ней. И таким образом мы обшиваем всю нашу брошку по краю. Берем одну бисеринку, протыкаем фетр, протыкаем кожзам, подтягиваем леску и фиксируем ее. Еще раз проходим снизу вверх по этой же бисеринке, подтягиваем. И таким образом мы заполняем весь наш контур броши. Так вот. Снизу вверх и подтягиваем. И таким образом мы закрываем весь контур бисером. Не должно остаться ни одного свободного местечка. Аккуратнее с уголками. Если не влезает большая бисеринка, десяточка, то мы можем взять маленькую пятнашку и закрыть, например, уголочек вот здесь маленький, и закрыть ей вот этот уголочек. Тогда он будет смотреться еще аккуратнее. Не должно быть видно белого фетра ни в коем случае. Вот таким образом мы по краю полностью ее обошьем. Вот мы представим, что мы обшили ее до конца, ну, потому что это достаточно долго. Поэтому вот представим, что мы дошли до конца. Вот последнюю бисеринку мы пришили впритык к первой. Все, вот это конец. Теперь я показываю, как мы будем прятать вот этот хвостик. Вот наша последняя бисеринка по контуру, она впритык к первой. Мы берем нашу иглу и продеваем опять в первую бисеринку сверху вниз. Сверху вниз. И проходим в слои. Между слоями нашей подложки, между фетром, между кожзамом. В то же место, куда мы втыкали в самом начале нашу иглу, когда только начинали обшивать. И вытягиваем этот хвостик. Вот у нас получилось 2 хвоста таких. Просто берем и делаем 3 узелочка. 3 достаточно, они будут хорошо держать. Так как мы прятали
наш хвостик под бисеринку, то этого узелка видно у нас не будет. Можно под стразик, можно под бисеринку. Под стразовую ленту лучше не надо, потому что там у нас клей был очень такой жесткий, там будет тяжело это сделать. Все, узелки мы сделали и прячем хвосты. Для этого мы протыкаем опять между слоями фетра и кожзама и выводим ее просто в бок нашей броши. Так, сюда нельзя. Вводим либо в бисеринку можно вывести, либо перед бисеринкой. Вот, перед бисеринкой вывели, между канителью и бисеринкой. И затянули. Затянули. Опять в то же место. И теперь уходим немножко в другое место. Вот сюда, например. Все. Хвостик у нас зафиксировался. Его можно отрезать. Клей, тем более, у нас мы только что проклеили это все. Клей будет держать тоже этот хвостик, он у нас никуда не денется. То же самое мы проделаем со вторым хвостиком. Ну, просто, вот он, второй хвостик. Мы просто прячем его опять вот между слоями. Проходим, выходим опять в ту же дырочку и прячем между слоями нашей брошки. И таким образом у вас получится вот такая красивая брошь. Вы сможете одеть ее на 9 мая или сделать прекрасный подарок своей маме, бабушке, своим подругам. Или, может быть, на работе у вас коллеги тоже оценят ваше творчество. Эта брошь будет актуальна долгие годы, тем более в этом году, повторюсь, 80-летие Великой Победы. Это очень большой праздник для каждой семьи в нашей стране. Поэтому брошь будет очень актуальна. Я желаю вам успехов. Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте, пробуйте новые материалы, новые техники. И у вас все обязательно получится.